Власть в Таджикистане настолько боится сопротивления, что их действия уже похожи на маразм. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как жестко нарушили права человека в Таджикистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Власти Таджикистана не разрешили осужденному свидетелю Иеговы Шамилю Хакимову присутствовать на похоронах единственного сына, сообщает Форум 18, норвежская организация, декларирующая своей целью содействие религиозной свободе. В опубликованном 8 сентября на сайте организации сообщений говорится, что сын религиозного деятеля скончался в сентябре. Он был единственным человеком, который навещал Хакимова в колонии. Шамиль Хакимов страдает тяжелым эмоциональным потрясением из-за того, что когда в сентябре умер единственный сын, власти не разрешили ему присутствовать на похоронах. Говорится в сообщении. Форум 18 отмечает, что начальник худжанской тюрьмы Фарух Джалалов отказался объяснить изданию причину отказа. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Главное управление исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана пока не отреагировало на сообщение норвежской правозащитной организации. Суд города Худжанда 10 сентября 2019 года приговорил свидетеля Иеговы Шамиля Хакимова к 7,5 годам колонии строгого режима. Хакимова осудили по статье 189 «Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды». Шамиль Хакимов был арестован в феврале 2019 года в городе Бустон Сагдийской области за распространение запрещенной религиозной литературы и хранение фото, аудио и видеоматериалов экстремистского характера. Главное доказательство вины Хакимова – изъятая у него Библия на таджикском языке. Еще в 2016 году 3 таджикскими священнослужителями и специалистами Комитета религии упорядочения национальной традиции, торжеств и обрядов Таджикистана была проведена экспертиза, заключившая, что Библия не соответствует официальному ханафитскому мазхабу, и ее распространение может привести к конфронтации и расколу в таджикском обществе. Шамиль Хакимов отказался в суде признать свою вину. Родственники Шамиля Хакимова рассказали норвежской организации, что он до своего ареста перенес операцию на ноге и страдал от гипертонии. После того, как его перевели в колонию, родственники Хакимова заявили, что его здоровье ухудшилось, и Хакимова положили в лазарет, что вызывает серьезную озабоченность. Комитет ООН по правам человека в прошлом месяце призвал Таджикистан принять срочные меры, чтобы защитить здоровье 17-летнего Шамиля Хакимова. Правозащитники потребовали, чтобы власти Таджикистана разрешили осужденному члену свидетелей Иеговы получить лечение за пределами колонии, поскольку в самом исправительном учреждении условия для оказания медицинской помощи отсутствуют. Но этого не произошло, и все попытки свидетелей Иеговы пройти перерегистрацию в Комитете религии, упорядочение национальных традиций, торжеств и обрядов Таджикистана провалились. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, что его не пустили на похороны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!